под знойную погоду, стоивший столько нервов всем нам, наконец-то завершился. Новым президентом избран Рауль Хаджимба. Он уже успел съездить в Москву, где встретился с российским коллегой своим Владимиром Путиным. О том, как прошли выборы, какие проблемы стоят перед новой главой государства и о возможностях преодоления этих проблем, сегодня мы поговорим с известным авторитетным политиком с большим опытом, членом Общественной палаты Сократом Рачевичем Джинджоли. Добрый вечер. Ну, мы ожидали маленькую перебивочку-заставку, но такой паузы нам не предоставили, поэтому, Сократ Рачевич, сразу приступим к нашему разговору. Сократ Рачевич, вообще, как обычно, дебет-кредит сводят, да, и тем более после выборов, да, вообще, какие ваши впечатления от этих прошедших выборов? Вообще, как вы воспринимали их, как бы находясь там, глядя, судя по всему, вот, один из немногих, да, со стороны. Ну, скажу сразу, что вопреки всяким предположениям, ожиданиям, все закончилось спокойно, и слава Богу. Так и должно было быть. Все, что делалось в период избирательной кампании, штабами, кандидатами, конечно, было направлено на то, чтобы высветить самые лучшие стороны своего кандидата, покритиковать соперников и прийти к финишу с большим, так сказать, опережением. И, к сожалению, не было соревнований программ. Это не впервые у нас. Это не впервые. Люди сконцентрировались совершенно на других моментах, личностных и прочее. А вообще, что мешает, по вашему мнению, вот все-таки сойти с этой колеи, которую мы уже из выбора в выборы уже накатали так до невозможности, что наша телега уже там застряла? Привычка. Мы привыкли к этому, это раз. И второе, значит, не хочу никого обижать, но программа ведь она требует усилий, она требует работы, она требует привлечения каких-то специалистов и создания ее, так сказать. И программа потом она ставит определенные рамки, определенные условия, ее надо выполнять. И это весьма сложно. Нынешние выборы, они не отличались, так сказать, в этой части, но со стороны привнесли программу какую-то. Вот тот же Айнар. Значит, они предложили подписать кандидатам в президенты такое общественное соглашение по тем вопросам, которыми они должны заниматься, будучи избранным президентом, он должен заниматься весь срок своего пребывания, значит, там масса вопросов. Я, например, не сторонник того, чтобы всем предлагалась какая-то программа со стороны, и они обязаны бы потом выполнять. Это не исполнители приходят к власти приходит президент со своей программой, со своей командой, со своими единомышленниками. И эти программы, выбор тем, значит, и знаменательно, что люди выбирают между программами. Избиратель слушает и выбирает. Может, эта программа лучше, может, у другого, подходы какие-то разные. Цель может быть одна, а подходы разные могут быть к достижению этой цели. Вот это. А тут одна программа на все случаи жизни. Я не отвергаю с порога эту программу, не говорю, что это плохо. Я говорю просто саму организацию, сам такой факт предложения всем одной программы. Но с другой стороны, это же таких документов, которые во время выборной кампании подписывают кандидаты, несколько, даже три документа. Общественный договор от Общественной палаты, потом Айнаровский документ,
потом и там за 2 дня до выборов тоже и еще один документ там о коалиции и так далее, Да, там да. много чего. Но у меня вообще такое ощущение, что это вот такое ритуальное стало традиция там подписывать вот такого рода документы абсолютно Разве было это раньше? даже не глядя. Нет, были предыдущие, да, Один раз было. абсолютно как бы не вглядываясь, не вчитываясь и на следующий там день забывая вообще, что подписал. Ой, не говори так. Сейчас может быть совсем по-другому. Да. Сейчас может случиться другое. Ну, общественный договор, который предложила Общественная палата, он был направлен на то, это всем известно, чтобы сам процесс вот этот подхода к выборам, к дню голосования прошел бы в нормальных условиях, человеческих, чтобы, так сказать, не было вот этого обливания грязью, чтобы не было нарушений законодательства. Мы вынуждены были предложить кандидатам в президенты документ, в котором было: я обязуюсь не нарушать закон. Сама по себе постановка такого вопроса может показаться кому-то и Напрасно оскорбительной. старались, напрасно. Да, может показаться оскорбительной, но ведь жизнь показывает, практика показывает, что не лишнее напомнить даже таким людям, которые хотят стать президентом, что существует определенный порядок, закон, который нужно соблюдать. Он касается всех. А особенно в этот период, когда страсти накаляются до предела, и возможно всякое. Возможно, так сказать, вот из этой колеи, как было сказано, можно выскочить из колеи. А вот другие обязательства, которые подписали кандидаты, особенно последнее, ну, я Айнаровская уже говорил, это хороший документ, конечно, все, там очень много полезного, и я думаю, что, конечно, не уверен, что все будет выполняться так, как там написано. Это общественный договор, так сказать. А вот третий документ, это вот связанный, 22 числа он был подписан, в самый напряженный такой момент, за день до выборов. Этот текст, значит, в котором вот это как раз изложено то, что они, значит, коалиционное правительство, значит, создаст избранный президент, он будет консультироваться со всеми остальными своими соперниками, со штабами и прочее, и, так сказать, это, мне кажется, документ, от которого отмахнуться никто не может. Мера ответственности какая-то предусмотрена? Конечно. Вообще? Нет, мера ответственности – это общественный договор, там не может это быть. просто договор. Конечно. То есть зависит от того, как к этому отнесется непосредственно вот, сам уже когда президент. подписывали общественный договор, значит, предложенный общественной палатой договор, значит, вот тогда тоже возник вопрос. Да, Мираб Кишмарев спросил, а ответственность какая? Но я вынужден был сказать, что это не уголовный кодекс, не может быть там ответственности. Это, так сказать, общественный договор, он построен на доверии, на моральных обязательствах. Вот вы говорите о том, что уже была однажды такая ситуация, когда такой подобный договор был подписан. Но, судя по всему, он как бы такую традиционную форму не принял, я так понимаю. Вот сейчас, после того, как прошли выборы и были подписаны даже 3 договора, есть возможность, что у нас в этом смысле появится какая-то традиция уже, наверное. В следующем 5 договоров. Знаете, да. Но мне хотелось бы, чтобы прекратилась на этом, так сказать, вот эта традиция, больше не понадобилась подписывать никаких общественных договоров в отношении того, что будем соблюдать закон, в отношении того, что не будем, так сказать, переступать там дозволенные границы. Я думаю, что мы уже постепенно к этому подходим. Вот представьте себе вот, выборы, те, которые проходили в 2004 году, в 2005 и дальше. Вот острота, чем они заканчивались, как, так сказать, с каким трудом выходили из этой ситуации. Да, но, кстати, тоже пришли вот к договору. Да, конечно. Пришли к договору, такому договору, который, собственно, нарушал даже Конституцию. Но он был конституционный, конечно. Никакой конституционный закон не может быть выше Конституции. Да. Конституцию никаким законом нельзя нарушить. Но нарушили. Нарушили, исходя из сложившихся условий, исходя из того, что все общество было готово, согласно было с этими предложениями для того, чтобы, так сказать, выйти из кризисной ситуации. Вышли из этой кризисной ситуации,
но дальше продолжение это дело не получило, потому что оно было неконституционно, действительно. Вот. Сейчас ситуация совершенно другая. Совершенно другая. Вот мы говорили, так сказать, действительно, с таким маленьким, так сказать, превышением, ну, 50% и 0,5. Это 0,5. Почти 500 голосов, да. Победа, и можно было бы оспаривать. Но там количеством отношений это 15 тысяч человек. И совершенно справедливо Аслан Бжани вчера на пресс-конференции сказал, что если бы не такое количество избирателей, так сказать, больше проголосовали за Хаджимба, а проголосовал бы один, который, так сказать, больше 50% составлял. 50 плюс 1. Да, 50 плюс 1. Надо было бы этот выбор народа уважать и признавать. Это нормально. В принципе, спокойно восприняли, несмотря Конечно, на то, что да, вот такой 0,5 был процент. Абсолютно. Как вы считаете? Победа была абсолютно всеми принята, спокойно и, так сказать, и очень хорошо. Это для вас стало неожиданностью, или вы не были столь напряжены? Нет, я не был напряжен столь, но хотя чувствовалось. Знаете, в избирательной кампании всегда могут быть неожиданные вещи. Неожиданные вбросы, неожиданная реакция. Неожиданно может появиться какая-то группа людей с какими-то другими мыслями, с другими целями и прочее, и какие-то провокации. Вот этого надо опасаться. А все остальное, оно должно было пройти нормально. С другой стороны, мне кажется, все-таки вот то, что 3 документа подписали, сейчас я не буду говорить о сути самих документов. Мне кажется, вообще очень важно, когда в процессе самой агитационной кампании кандидаты все-таки периодически встречаются, хотя бы вот за этим столом, чтобы подписать, и потом после этого подписания взглянуть друг другу в глаза, пожать руки. То есть это тоже, наверное, очень важно, чтобы они чувствовали вот все-таки выборы выборами, но как бы жить надо, вот как бы, это маленькое общество, все друг друга видят, знают, конечно, и так далее. И есть определенные границы поведения, которые, наверное, нужно все-таки соблюдать. С этим согласен полностью, конечно. Мы же все, так сказать, люди и живем в обществе, и общаемся и ежедневно. И, конечно, это все нормально, это нормально. Скажите, пожалуйста, вы знаете, вот все-таки мы тут говорили о том, что было некоторое напряжение, вот, но как-то у нас тоже так, я вот о некоторых традициях, в кавычках говорю, конечно, опять у нас сложилась такая вот традиция, все время возникает какая-то напряженность вокруг ЦИКа. Вот по этому поводу можно было бы, наверное, уже как-то разрешить все те проблемы, которые существовали раньше. Как вы считаете, почему они вот и до сих пор из выборов в выборы перекочевывают? Ну, во-первых, вокруг ЦИКа возникают всякие разговоры, так сказать, недовольство в связи с тем, что каждая команда, видимо, считает, что ЦИК будет работать не в ее пользу. А то, что ЦИК работает ни в чью не пользу, так сказать, а в пользу соблюдения закона, об этом тогда мало думается. Потому что каждый думает, что он будет как-то обделен вниманием нормальным. Значит, и вот в пользу какого-то другого кандидата сыграет. ЦИК не может сфальсифицировать выборы. Просто он не в состоянии, он не может. Сфальсификация может произойти на избирательном участке. Ну, технологии там разные, не будем касаться этих вопросов, но там, конечно, работа участковых комиссий контролируется ЦИКом, ЦИК отвечает за всю работу, это совершенно, так сказать, от этого никто не отказывается. И вот почему сейчас, по завершении этих выборов, хотя очень много претензий к ЦИКу высказывалось, почему по завершении этих выборов нет никаких претензий к ЦИКу? Абсолютно. А вся работа закончилась, и потом мы опять будем, когда новые выборы подойдут, мы будем опять говорить, списки не обновлялись, там и еще что-то, то есть электронной базы данных нет. Вот именно очень много проблем. Я думаю, по спискам я могу сказать просто вот свое мнение. Просто, знаете, мне кажется, что мы все, вот тогда, когда избирательное законодательство создавали,
оно потом несколько раз менялось, в него вносили разные дополнения. Получилось так, что списками занимаются участковые избирательные комиссии. Ну, представьте себе, участковая избирательная комиссия из учителей, из интеллигенции, состоящая, не имеющая, так сказать, вот, доступа прямого к вот этой так называемой базе. Вообще это неправильное выражение базы данных. Это люди, которые к населению, так сказать, по месту жительства не связаны. С ним кто связан? Это домоуправление, это местная власть. Ну, в советское время, не будем ругать все советское, там тоже были там положительные вещи. Да. В советское время списки, значит, избирателей составляла власть местная. Она и подписывала эти списки. Сейчас списки составлены по чьей-то подсказке, предположим, по домоуправлению, да, подсказала. Участковая избирательная комиссия их внесла в список и подписались. Председатель, там, секретарь участковой избирательной комиссии. Они, то есть, подписались под чужим списком. Мне кажется, если бы, например, вернулись бы к изначальной такой форме, когда списки составляются местной властью и подписывает руководитель местной власти. Сократ Рачевич, вы знаете, дело заключается в том, что мы несколько отстаем во времени вообще-то. Вы знаете, все-таки действительно требование сегодняшнего дня – это сделать электронную базу данных. Она должна быть, она должна присутствовать. Это все многие проблемы снимет. И, совершенно в принципе, у нас для этого есть все возможности. Просто непонятно, почему до сих пор этого не было сделано. Вот, я думаю, что это как раз тот инструмент, который позволит в следующем многие вопросы, связанные вот с таким вот предвыборным напряжением, снять. Ну, конечно, сейчас технологии другие, техника другая. Я помню, как перед каждым выбором в советские годы это мобилизовывали людей, студентов, там, преподавателей и прочее, и шли переписывать население по квартирам, по домам и прочее. Каждый раз. Сейчас, конечно, ситуация другая. Сейчас есть компьютеры, есть технологии соответствующие. Можно создать какую-то базу, которую постоянно вносить. Кто-то должен постоянно вносить изменения. Люди умирают, рождаются, растут, приезжают, уезжают. А дополнительные списки, они были и всегда и будут. И вообще мы не делили никогда список на дополнительный и основной. У нас протокол, я сейчас не знаю, что там в протоколе, но на момент окончания, количество избирателей на момент окончания подачи голосов, значит, столько-то. Тогда включали и тех людей, которые в списке в основном, и кто в дополнительном. Получался один просто список. Сократ Рачевич, это все-таки ЦИК, это более технический вопрос. Ну вот мне хотелось бы, наверное, задать, волнующий... Не доверяете ЦИКу? Нет, доверяю. Нет, это все-таки как бы такая техническая сторона выборов. Для меня, и не только для меня важно, наверное, все-таки, вот почему, допустим, вот действующая, власть, та, которая вот 10 лет была, или там 5 лет, кто как отмеряет, вот она проиграла. Вот почему, вот, допустим, сейчас выиграл оппозиционер Рауль Хаджимба. Какие ошибки? Могу сказать свое мнение, так сказать. Вот говорили о том, что между властью и народом образовалась такая пропасть. Верно, это есть. В чем заключается? Она, так сказать, в силу наших действующих законов президент наделен властью, неограниченной властью. И человек, который получает эту власть, то есть от этого человека зависит очень многое. Он может пользоваться по-разному этой властью. Один может единолично, пытаться единолично управлять обществом, а это сейчас очень сложно. Как в Конституции может быть записано все, что угодно, но люди скажут: давайте с нами советоваться, давайте так сказать, мы вместе решим какую-то проблему. Это наша общая страна. Давайте посмотрим глазами всех. Ты один, может быть, за всем не можешь уследить. Спроси своих людей, посоветуйся, так сказать. Это нормальный подход. Вот такой подход, он должен быть как бы и в законодательстве. Это человеческий подход. Это, даже в семье советуется, а в государстве, наверное, тем более.
Ну, конечно, в государстве есть соответствующие органы, и соответствующим образом это делается. Но если хочешь с народом посоветоваться, есть выборы, есть референдумы, так сказать. Набор инструментов есть. И власть, так сказать, она должна вот этим инструментом пользоваться. И диалог с властью, почему мы говорили всегда, диалог должен быть, диалог. Диалог – это не просто болтовня, а обсуждение насущных проблем. Откровенный разговор власти с народом, с представителями народа. Представители народа есть в парламенте. Ну, у нас же проводились тоже. Да. Была некая попытка, но это называлось встреча с активом, да, или как-то вот так знаете, по-советски это, называлось. Ну, и, в принципе, она так уже как бы срежиссирована, заактирована, как и с активом, расписано, да, все как выступать. И с активом может быть встреча, не отвергаю, ради Бога, и с активом, и с другими, и с этими, но чтобы была достигнута цель. Чтобы эти обещания выполнялись. Почему я говорю сложно президенту? Потому что если мы его нагрузили уже какими-то обязательствами, перед ним, возникает масса проблем. Как выполнить вот эти вот обязательства, которые он взял на себя? Как, государственной машиной управлять? Как решать другие вопросы, которые ежедневно возникают в государстве? Сократ Ильич, вот меня это все время, этот вопрос мучает. У нас вот сейчас вышел крайним президент, да, он все на себе там затянул, да. Но это всего лишь как бы человек, да? У этого человека было окружение, там, многоступенчатая система власти, там, приближенные к власти и так далее, бизнес, кого только там нету, там... Всегда, где власть, там всегда толчья. И при этом как бы все сваливать на этого человека и говорить, что вот он один там виноват. А вот эти люди, которые в окружении, они что? Они могли же на него повлиять. Им же не надо было постоянно... Вот я заметил, постоянно, вот, когда говорим о реформах, о том, что вот нужно вот в этой системе вообще в этой стране очень многое менять, я вот смотрел вот за людьми, то есть они начинали как бы отплясывать. Вот Хаджимба им там не нравился, или там оппозиция не нравилась. Ну вот, как бы сказать. И у нас выходил как черно-белый телевизор. То есть это, и президент очень активно пользовался. Да, не хотите меня, он там, это Хаджимба. Но в итоге, в конце концов, вот как бы из года в год, пока показывали на Хаджимбов, в конце концов народ сказал, ну давайте выберем Хаджимбу, да, то есть и у них козыря не осталось. Но если бы в свое время само окружение президента, оно бы очень активно подталкивало бы к каким-то реальным шагам, к изменениям, то я думаю, вот этого кризиса, который у нас такой оказался долгоиграющий, ведь это не сейчас он образовался кризис, он тянулся из года в год, даже от одного к другому президенту, это все у нас как бы накапливалось. Вот этого кризиса у нас точно не было бы. И я бы не хотел бы, чтобы у нас сейчас вот это продолжилась линия. Я надеюсь, что этого не будет, что мы поставим какую-то точку или хотя бы какие-то выводы из этого извлечем. Но предпосылки для этого есть. Вот почему выиграл Рауль Хаджимба? Вот если так вопрос поставить ребром, потому что самое главное, он был за реформы категорически. Все говорили о реформах, но никто этих реформ не осуществлял. Были попытки, вот Конституционная комиссия по внесению изменений в Конституцию была создана давно. В 2005 году. Да, и она... Шатка не валка, работала, там много предложений вносились, какие-то предложения попали в парламент, на рассмотрение парламента, что-то там делалось, но вот решительных каких-то мер не было сделано. И потом надо откровенно сказать, что какие-то решительные меры по работе с Конституцией тоже недопустимы. Здесь надо очень аккуратно, сознанием дела, не навредить, что называется, так сказать, то можно такие реформы осуществить, что после которого рассыпется государство, так сказать. Не будет власти, не будет, так сказать, силы, ничего не будет. Вот. Поэтому вот выступление Хаджимба категорически за осуществление реформ, за обещание их и умелая работа, я не знаю, какой технолог помогал, что. Но все было построено... Я думаю, моим президентом как помогал. Избирательная кампания была построена на этом. Ведь ни одного портрета Хаджимба большого нигде не висело. Но зато висели портреты узнаваемых
молодых людей, участников войны и других, которые говорили, мы за реформы, мы за, так сказать, перемены. И за этими переменами всегда стоял один человек, Хаджимба. Так. Хотя все кандидаты говорили о необходимости перемен. Но он показался более искренним, да, конечно, в намерениях своих. Да. Другие, может быть, так, для проформы говорили. По-всякому. Но во всяком случае сработало это, другое, третье, и поверили, и избрали. Вы знаете, что, Сократ Рачевич, вот сейчас, конечно же, теперь уже вновь избранному президенту предстоит решать очень много проблем. Вот. И, конечно, очень интересный вопрос теперь, каково будущее оппозиции. Но это, может быть, мы позже поговорим. А сейчас просто хотел бы вот у вас узнать, как у опытного политика, как вы считаете, вообще, какие основные задачи сейчас вот стоят перед президентом? Он сам определил основные задачи, которые стоят на первой же пресс-конференции. Он сказал, что это объединение народа и реформа политической системы. Вот буквально две вещи, которые он назвал с самого начала. Он говорил об этом. Конечно, объединение народа и проведение реформ – это не одного дня дело. Это, может быть, все 5 лет потребуется для того, чтобы эту задачу постоянно выполнять. Это можно сегодня по какой-то поводу объединиться всем, а завтра можно разбежаться настолько, что, так сказать, и забудут про это объединение. Поэтому это вопрос очень сложный. Объединением не по принципу, что вот, например, из разных штабов набрал людей, и получилась команда, значит, которая, так сказать, я думаю, люди есть и вне штабов, которые туда не входили, которые занимались своим... Поэтому это не решает проблему всю. Проблему решают нечто другие, более важные вещи в государстве. Это объединение, должна какая-то идея, общее какое-то стремление к одной цели. Почему мы говорили, что во время войны все наше общество было едино? Стояла цель определенная. А сейчас какую цель можно? А сейчас можно построение правового государства. А как вы считаете? Не очень понятно обычно. Очень даже понятно. Сюда будет входить и конституционная вот эта реформа перераспределения этих полномочий, которые позволят все решать в правовом поле, не выходя за... Это огромная работа. Огромная работа всех ветвей власти, всего общества. Это цель достойная того, чтобы все приложили к этому свои усилия. Вообще, на самом деле, конечно, знаете, вот это как раз и может послужить таким объединяющим моментом, вот стремление к реформам и желание их осуществить и провести как-то в жизнь, вот не только конечно. Там каких-то ветвей власти, а народа вообще и общества в целом. Вот мне кажется, что как раз это может и быть тем, что может нас сейчас подвигнуть вот к какому-то такому объединению. Хотя до сих пор вот как-то не понимаю, что тут такого особенно катастрофического мы видим и чем разъединено общество. Ну, по-разному складываются мнения, есть разные точки зрения на те или иные события. И вы знаете же, да, даже и в художественных произведениях не раз об этом как-то говорилось, когда одно и то же событие 3 людьми в пересказе, да, совершенно разные представляет формы. Вот. Но сейчас вот, когда мы говорим о том, что общество разъединено, мы подразумеваем под этим что, Сократ Рачевич? Вы знаете, мне все время кажется, что это просто разные мнения. В конце концов, с этими мнениями можно жить и достаточно, и даже мирно. Согласен. Да, просто вот нету какой-то культуры выслушивания этого. Все-таки, мне кажется, разделение общества, это может быть там прямой или косвенный там доступ к ресурсам. Так или иначе, человек, который там, может быть, считает себя проигравшим, проголосовал за другого кандидата, он как бы соизмеряет, что вот здесь я там не подойду, к этому моего родственника уберут, и я там что-то недополучу и так далее. То есть в основе вот этого раскола, по большому счету, лежит вот эта разветвленная коррупция. Абхазская, печально, но это так. Да, абхазская коррупция, которая так или иначе, она влияет на... Конечно, и когда мы говорим о правопорядке, мы просто должны действительно не для проформы сделать так, чтобы вот этот уровень коррупции значительно уменьшить.
И значительно уменьшив вот этот уровень, мы все-таки добьемся того, чтобы абхазские выборы это были просто выбором, а не драмой. Очередной драмой, там половина там населения, которая там вдруг посчитала себя, что вот ее жизнь обделится. То есть она не смотрит, там, что и там пенсия, и пенсия даже по большому счету без разницы, там повысится или нет. Да? То есть вот у нее есть там какое-то маленькое окошко, где она там где-то, каждый гражданин что-то свое там выковыривает. То есть вот это окошечко, которое по большому счету и привело к огромному кризису, в котором мы находимся, мне кажется, вот залог вот в платформу этого и является вот это просто коррупция. Я не знаю как. Надо с ней бороться. То есть я просто смотрю, люди, которые участвуют в политике, они коррупционеры. Они составные части этой системы. То есть весь электорат, по-твоему, как-то получается такой вообще коррумпированный. У него они все сами себе на уме и исключительно не будем так сгущать краски. Не, но в реальности мы так или иначе все в механизме вот в этом участвуем. Так я не согласен. Это не совсем так. Я сейчас начну перечислять, да, все твои коррупционные делишки. Это не совсем так. Это, вам сказано, это провокационно, чтобы я, так сказать, что-то такое сказал. Конечно, коррупция есть, но вот она должна быть, как бы, значит, вот всем своим, значит, существом, всем своим подходом к работе, к выполнению своих обязанностей и прочее, к выполнению, отношению вот, к выполнению закона, вывести это все на поверхность, чтобы это было зримо. И это, и бороться тоже по-разному ведь можно. Можно на словах бороться, говорить о борьбе с коррупцией, и две-три перестановки сделать, так сказать, от кормушки кого-то оторвать и сказать, что проблема решена. И так сказать, я же убил там и прочее. Но на самом деле, конечно, это рокировки не... Рано или поздно борец с коррупцией становится самым главным коррупционером. Эти рокировки я никого не имею в виду. Так определенно, но они не решают. Они не решают. Решают, значит, тут целое, значит, с законодательства надо начинать. Со всех прорех, которые в законодательстве дают возможность процветанию, произрастанию этой коррупции. Это очень сложный процесс. Здесь еще и должны быть все-таки моральные качества. Моральные качества, это прежде всего, моральные качества. Даже при отсутствии законов, которые не позволяют воровать, морально устойчивый человек, так сказать, он не ворует. К нему, так сказать, это никакого отношения не имеет. И знают таких, люди есть таких много очень. Слава Богу, так сказать, мы не бедны в этом отношении. Но тут надо шаг за шагом постепенно осуществлять вот все эти меры, которые позволят вот искоренить или свести к минимуму, как мы всегда говорим, потому что мы даже признаем в разговорах, что уничтожить это невозможно. Но вы знаете, как говорят, мы же не уничтожаем, мы даже и не боремся вот на таком риторическом уровне, тоже не боремся. Мы с ней боремся, но она побеждает все время. Вот что получается. Вы знаете, все-таки я бы хотел, чтобы мы вернулись вообще вот к тем проблемам, которые стоят перед новым президентом, и обсудили далее, как вообще будут развиваться события, что будет предприниматься. По этому поводу, знаете, я хочу прочитать цитату Вадима Дубнова. И мне было бы очень интересно, и нам всем, и зрителям, наверное, тоже, как вы ее прокомментируете. Вадим Дубнов. Никаких других стратегий, кроме технологических нюансов, освоения средств не ожидается. Выбор между политическими продолжениями тоже невелик. Или размазывать эти богатства как багапш тонким слоем по всей Абхазии, или как анкваб волевым решением определять, где надо потолще, а где не надо вообще. И никакой президент, зовут ли его Рауль Хаджимба или Уинстон Черчилль, ничего не сможет сделать там, где потолок первого развития уже достигнут. А как должно выглядеть второе, никто не представляет даже в набросках. Вот такую публикацию он сделал в «Эхо Кавказа». Да. То есть вообще совершенно такую мрачную. Мрачная картина. Но мы можем же что-то возразить. Знаете, в чем он прав. Да, но как обычно. Ведь всего 2 дня тому назад избрали президента нового. Да. И, так сказать, команда еще инаугурация не пройдена, еще, так сказать, никто не приступал к работе, а уже вердикт, так сказать, составлен. Может совершенно по другому сценарию пойти. Может очень хорошо пойти дело. Зависит от
отношение к этому нового президента с его командой. От него очень многое зависит. Да, вообще, вот тут просто говорится о том, знаете, вот это вот, что как бы ограниченность такая есть. Да. Потолок первого развития уже достигнут, а как должно выглядеть второе, вот это вот особенно как-то мне не понравилось, никто не представляет даже в набросках. Да. То есть получается, как бы, что об этом как-то никто и не думал. Это действительно проблема, потому что, мне кажется, здесь очень много составляющих, и одна из них, это, наверное, показали вот вообще последние годы вот эти выборные дела, уходит советская элита. То есть политики советского толка, которые имели там худо-бедно эту школу советскую, то есть они все равно имели школу. Но сейчас на их смену приходят как бы люди, политики, да, то есть они тоже уже становятся элитой, но при этом школы никакой нет, то есть даже советской. И сейчас вот слишком очень много плавающее вот такое, и сознание плавающее, и поведение плавающее, и вот отсутствие вот такой вот как бы стойкости хотя бы зафиксированной, она, наверное, предопределила вот то, что у нас вот действительно вот смотришь и думаешь, ну ничего не получается у нас, то есть мы закончили, к сожалению. С другой стороны, мне кажется, очень важный вопрос, вот мы говорим о реформы. А меня волнует вопрос, а вообще общество готово к реформам? Вот к реальным реформам, то есть вот когда начнут это резать, там и так далее, это же на слух хорошо звучит, но это же всегда проблема. Это же все зависит от того, кто как воспринимает эти реформы. Когда говорят в общем о реформах и не конкретизируют, конечно, каждый имеет что-то свое. Нет, когда до реальных начнется. А когда реальность начнется, конечно, будут споры, будут яростное сопротивление чего-то, обязательно будет. Вот тогда мы вспомним об объединении народа, мы вспомним обо всем, потому что реформы всегда вызывают чье-то недовольство. Иначе не бывает. Но если мы говорим, что нам нельзя жить так, а надо иначе как-то жить, но мы должны себе представлять, как мы должны жить. То есть, и строить эти реформы и делать в соответствии с этим. Я извиняюсь, что реформы – это ведь не просто ради реформ, а ради того, чтобы жить так, как мы хотим жить, как нормально должны жить люди. Не, ну мы знаем, как нужно жить, как хорошо жить, там, допустим, на Майами или где-нибудь в Швейцарии, это понятно. Да. Такой подход, это чисто потребительский подход. Но путь пройденный к этому, конечно же, мы не хотим и вот пройти. И здесь вот уважаемый что пишет, он тоже исходит из того, что в общем сложилось так, что вот каждый вот со своим, так сказать, куском. За своим куском. И кто больше отхватит, кто меньше. Но мы можем предполагать, что на практике может быть и другое. То есть вот как бы вы все-таки сказали, насколько наше общество готово к реформам? Как бы вы определили вот эту готовность? Знаете, вот такой солдафонский вопрос. Общий хор свидетельствует о том, что хотят перемен. Да. Общий хор. А вот что конкретно хотят, мне трудно сказать, потому что я не знаю мнения. Но вы знаете, если спросить простого гражданина, он скажет, хочу жить лучше. А когда там твой теневой бизнес накрыли, когда ты уже не можешь там еще чего-то. А вот когда ради того, чтобы жили все лучше, придется чем-то пожертвовать своим, вот тут начинается проблема. Конечно. Но если вот потому и мы говорим, что нужен диалог с обществом. Диалог власти с обществом. Когда власть, поставив задачу, предположим, ту же, о которой я говорил, построение правового государства, куда входят все элементы, так сказать, и борьба с коррупцией там не должно быть, и прочее, и все. И должны все жить по закону, и Конституция должна соблюдаться, так сказать, и в обществе должен быть такое понимание всего, и прозрачность какая-то в деятельности власти, это правовое, правильно, государство, так сказать. Вот если на этой основе все будут объединены, все будут стремиться к этому и реформу переживут, зная, что пережить реформу надо. Как в советское время говорили, ведь люди терпели, ведь говорили, сейчас трудно, но завтра будет лучше. Ну, там и режим... Нет, извиняюсь, государство всегда есть государство. Значит,
тут можно. Еще одну цитату я позволю себе процитировать. Сергея Маркедонова, мы часто его цитируем, он действительно, у него есть такое глубокое познание того, что происходит у нас, и на его цитаты можно опираться, когда идет какой-то анализ о том, что происходит у нас в стране. Сергей Маркедонов. Новая власть наследует у старой такую непростую проблему, как поиск баланса между открытием Абхазии и сохранением ее самобытности. С одной стороны, Абхазии нужны и инвестиции, и инновации, но с другой стороны, приход крупного бизнеса даже из дружественной России таит в себе немало тревог для абхазской стороны, опасающейся превращения республики в обычный субъект Российской Федерации. Не просто сочетать стремление к государственной независимости, в отличие от Южной Осетии, абхазские элиты не стремятся к реализации крымского сценария, с финансово-экономической помощью Москвы и гарантиями безопасности со стороны России. Ну, тут есть, конечно, правда в этих словах определенная, потому что если ты что-то делаешь с помощью другого государства, ты чем-то поступаешься. Иначе невозможно. Абхазия это не исключение. И Абхазия не такое мощное государство, которое позволит себе самостоятельно решать все проблемы и прочее. Нужна помощь. И эта помощь идет из России, из дружественной России. Но мы иногда, знаете, из того, что может быть, но не будет, делаем какие-то фобии. И боимся всего. Да. Первое заявление после встречи, Хаджимба с Путиным. Да, с Путиным, в Москве. Кстати, на третий день после выборов, человек еще ни инаугурацию не прошел, ничего, происходит такая встреча. Это что-то значит, так сказать, это положительный такой, так сказать, знак. Восприняли это, как отрицательный. Нет, я не воспринимаю как отрицательный, я воспринимаю как глава дружественного, могущественного государства, так сказать, встречается с только что избранным президентом и делится с ним, своими мыслями о будущем, так сказать, этой республики, которая, так сказать, фактически опекается Россией. Это разве плохо? Это здорово. Это здорово. И первый, так сказать, выезд после инаугурации нашего президента будет в Москву, официальный такой, это тоже объявлено об этом. Посмотрите, что он сказал после встречи. Он говорит, что россиянам в Абхазии будут продавать жилье. Есть такое? Вот вам, пример, который устрашает многих, пугает многих. Правильно? Мы продадим жилье, и все, так сказать, они придут, раскупят. Денежные мешки, нахлынут сюда, мы останемся без ничего. Да. Но ведь никто не говорит о том, что просто бездумно будет продаваться жилье. Ведь механизма этой продажи этого жилья, первичное, какое там, как будет, на каких условиях и прочее, еще никто не видел и не знает. Это же предмет обсуждения. Точно так же, как боятся, предположим, двойного гражданства. Но я тоже, как-то боюсь, огромная Россия, так сказать, граждан сколько там, так сказать, и маленькая Абхазия. 140 миллионов. Да, 140 миллионов. Мы, так сказать... Мы как в трамвае будем стоять. Час пик. Черта с два, даже стоять не сможешь. Да, поэтому... Но это на первый взгляд. Приглядеться нормально. Там ведь написано, что это гражданство будет пока только какой-то один из проектов где-то в соответствии с национальным законодательством о гражданстве. Абхаз. Да, тут надо думать, что никакой катастрофы, предположим, но фобии эти существуют. Землю, мы никогда продавать, наверное, не сможем. Это действительно. Это не квартира, это, так сказать, не земля, тут она... Пока она, так сказать... Но все равно любой вопрос требует своего обсуждения, разных уровней, экспертной оценки и так далее, чем мы грешили. Да, это и есть как раз разговор, диалог с обществом, с народом. По всем вопросам таким важным. Сократ Ильич, в продолжении этой московской темы, мы говорим о реформах. Вообще Москва нам помощник в реформах?
Вы знаете, насколько до Москве, Кремлю интересна все-таки вот такая вот как бы сильная, процветающая, реформированная? Кремлю интересно, безусловно, это государство, признавшее нас, хочет видеть нас сильным, мощным, экономически крепким государством. Это престиж самой России, это ее цель. Поэтому она делает все для того, чтобы вот это случилось. Другое дело, что мы, так сказать, где-то не справляемся, может быть, с какими-то задачами, но мы и не могли справиться пока. Пока, так сказать, мы должны потихонечку встать на ноги, экономически как-то окрепнуть. Вот эти шаги будут делаться. Как, кстати, на этой встрече именно вот уклон был в эту сторону. Обратите внимание на разговор, который там состоялся, на вопросы, на которые обратил внимание президент России. Именно на вот, экономическую, так сказать, сторону. Это очень важно. Поэтому пройдет это время, но России важно, чтобы мы, так сказать, были самостоятельные, самодостаточные и прочее. Со временем, это не скоро это произойдет. Поэтому о каком-то поглощении, о чем-то, это все от лукавого, это, может быть, у кого-то какие-то идеи были. Может быть, есть у кого-то какие. Россия большая. Но эти идеи не разделяются, насколько я знаю, не могут разделяться руководством России. И всем тем отношениям, мы видим всем тем отношениям к нам, что это не актуально. Ну, у нас уже время подходит к концу, Сократ Рашевич, мы будем подводить итог, так сказать, нашей передачи уже. Вот вообще хотелось бы поставить такую, не поставить, а определить такую ясность того, что произошло у нас сейчас и что перед нами стоит. Но это не проблема, конечно, не решится за одну передачу или там за какое-то там определенный срок, там 2-3 месяца или что-то. Впереди очень большая, трудная, сложная работа. Вот. Очень много предстоит, конечно, сделать сейчас и вновь избранному президенту. Многим придется осознать то, что сейчас произошло, и что в дальнейшем у нас уже нету другого иного пути, как не пути вот, реформирования нашего государства и системы управления, всего прочего. Но теперь как-то вот хотелось бы от вас услышать такой итог подведения вот того, о чем мы говорили. Ну, я думаю, что нам вот не нужно увлекаться завышенными ожиданиями. Вот завышенные ожидания, они приводят к разочарованию. То есть не фантазировать. Да, к разочарованию. Поэтому всегда нужно стоять на твердой почве реальности, то, что есть, и исходить из того, что у нас есть. Поэтому, так сказать, вот навязывание чего-то невозможного сегодня недопустимо. Я думаю, что мы должны быть все реалистами, и власть, и общество, и находить какое-то взаимодействие с учетом вот всего этого. Это сложно, я понимаю, потому что нам хотелось бы сразу, нам хотелось бы быстрее, и мы хотим от власти получить максимум того, что она даже не может сделать. Это невозможно. И такие ожидания, вот если вернемся к предвыборной вот ситуации, то все, что делалось и как бы предлагалось будущему президенту, один из них стал бы президентом, конечно, будущему президенту, это все похоже на то, что вот мы связывали с ним все свои ожидания, все свои завышенные ожидания. Есть там завышенные вещи. Вот это немножко таит в себе опасность, поэтому нам от этого всегда нужно избавляться. А я думаю, что если с учетом прошлых лет будет действовать новый президент, если он, так сказать, реально, так сказать, сам участвуя в этой борьбе, находясь в гуще этих событий, прошел через все это, и если он не усвоил эти уроки, тогда, конечно, дело плохо, но я думаю, что он усвоил. Он усвоил, и нас должны ждать времена такие, когда вот этот и диалог будет нормальный, и намерения власти будут понятны, и разговор будет, так сказать, по существу. Хорошо. Ну, вообще, если подводить итог и говорить о выборах, которые свершились, все-таки надо отметить, что
Это ведь не только там, допустим, победа Рауля Хаджима. Это прежде всего поражение существующей системы управления в стране, которая заметно уже отставала вообще от жизни. И здесь очень важно, когда Рауль Хаджимба говорит о реформах, и я просто верю, что он будет проводить эти реформы. Я еще больше уверен, что у него будет очень много ошибок. Но путь тут один. Нет, будет огромное количество ошибок, но кредит доверия у Рауля Хаджимба будет тогда, когда будет общество верить, что он искренен в своей работе, в своей деятельности. Вот когда эта искренность пройдет, когда общество будет замечать, что он стал больше думать о себе, об окружении, там, стал как-то больше рассматривать президентство, там, допустим, как бизнес, чего греха таить, у нас такое тоже бывало. И вот тогда президент Хаджимба поставит точку, наверное, уже начнет обратный отсчет в своей политической карьере. Но если он будет вот таким же искренним и честным, даже в своих заблуждениях, общество его всегда поддержит. Даже те люди, которые не голосовали за него, они, я думаю, оценят это. И очень многое все-таки в этих реформах зависит от... Коль у нас все равно как бы президент первое лицо, даже если ты сократишь его функциональные обязанности, тем не менее он остается первым лицом. Всегда очень много зависит от того, каким будет первым лицом человек, который будет дирижировать. Он должен быть в этом плане как бы маяком для всех остальных. И с другой стороны очень важно, чтобы мы не возлагали именно на Рауля Хаджимба эти реформы. Эти реформы, прежде всего, в нас самих зависят. Мы каждый должны, наверное, каждый на своем месте подумать, а как же лучше изменить жизнь свою и своей страны. Ну, на самом деле, совершенно верно ты сказал, очень точно, что старая система, конечно, проиграла, и теперь предстоит узнать, кто выиграл, точнее, что выиграло, каковы будут вот такие системные изменения, насколько они окажутся эффективными и как повлияют на строительство нашего государства во всех областях. Вот. И я думаю, что в дальнейшем время, в котором стоим мы сейчас, вот оно и покажет. Теперь мы только лишь можем быть в этом случае такими наблюдателями. Участниками. А мы наблюдатели, мы журналисты. Все участники. Мы так, на диване революцию устроим и разойдемся. Ну, кредит доверия он уже получил. Да. Ну, на этом мы будем уже прощаться, наверное. Да, уже время тоже подходит к концу, и у нас есть еще другая. После нас ждут новая выборная кампания депутатская. Так что... Да, Астагулам, это было в эфире. Спасибо, Сократ Рашевич. Абзейрас. Всего доброго, до свидания.